Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Destruction Test, и я ее ведущий Александр Бобков. И сегодня у нас уникальный автомобиль на обзоре, который очень-очень редких экземпляры, такие, что были стандарты, без всяких колхозных тюнингов. Встречайте, Nissan 180 SX. Bitch, I'm walking killer whale, pull a dusky mask and rap the seaward. Ayy, free him, let him swim through the waves, shot him lights up at the seaward. Итак, друзья, Nissan 180X. Многие путают эти модели с Silvia. Оно и понятно почему, потому что Silvia, по сути, S13, это соплатформик 180 SX. Также многие его знают, кто играл в NFS Underground 1, Underground 2, такой был Nissan 240 SX. По сути, та же самая машина, только с другим мотором, судя по названию, 2,4 литра, да, то есть там другой мотор был, но о моторах мы скажем попозже. Внешний вид. Естественно, машина, вот смотришь сейчас, вот в то время я представляю, как она выглядела, там все думали, наверное, вот это же Lamborghini или это Ferrari, слепые фары, вот этот плоский капот, никаких, то есть, ну, это непривычно было в то время. Ну, в то время это было привычно тем, что появлялись уже вот такие суперкары, да? А в наше время ты смотришь и думаешь, блин, с какого года эта машина? Вообще 70-х, может 80-х. Да, этот старый стиль, но он сейчас придает особый шарм этой машине, да? В то время машины делали более живыми, наверное. Смотришь на нее, вот сейчас она закрытая фара, типа она спит. Ну, как живой организм. Открываешь фары, появляется улыбка, появляется лицо какое-то, да, то есть видно улыбку, глаза, то есть видно, что сделали как живой, живой, я сказал слово матершинное. Заебись. Охуенно. Вот сейчас тут вырежешь и начнешь. Короче, был как живой человек, как живой организм относились к машине, да? Большая, огромная зона остекления, то есть люк и треугольные стекла, и вот этот. И это же как бы купе, но в то же время это как хэтчбэк, короче. То есть кузов по новому названию лифтбэк называется, да? То есть сейчас мы привыкли лифтбэк. Тогда назывался просто хэтчбэк или комби, там, короче, как москвич, короче, грубо говоря. Восьмерка японского производства. В общем, ребят, так. Очень огромные стекла повсюду. То есть ты сидишь вот как наверное, в ракете какой-то, да? Застекленный такой весь. Естественно, не хватает, возможно, кабриолета или тарги кузова. То есть... Ну, выпускались вроде как Silvia с Таргой, кабриолетом, на 80 тоже должны были выпускаться в этом виде кузова, да? Мои братья смотрят на тебя как на подонка. Отберут твой став, у тебя начнется ломка. Ючи бачишь бич, ючи делай громко. Круглые доходы, пам, дорогие тряпки. Сложные мажоры, пам, чики без оглядки. Я как Дэнни Оушен, вокруг мои ребятки. Если выкупаешь, то засвертали блядки. Бабули на хиту, вангую будет гуд метать ли. Мои будки скурят, все отдал. В общем, что сразу понимаешь, когда сел за руль, да, это машина, ну, реально очень большая зона остекления, это все понятно, это все вообще не суть, как он, в каком в эргономике и прочее, все и так все понятно, все сделано для драйвера, да, то есть для водителя. В общем, SR20 алюминиевый мотор, по сравнению с предшественником К18, который был, К20, помню, К18 был, да, вот. Он тут полностью уже из алюминия, цепной привод ГРМ, все дела. Короче, очень надежный мотор. Ничем не хуже там РБшек, ЖЗ-ов и прочее. Только тут 4-котловый он, 2-литровый. Держит надув очень хорошо. На практике 400 лошадей, 400 тысяч он бегает. Вполне себе достойно. О, что-то тут вообще колея, конечно, жестко на нем чувствуется из-за резины. Кстати, вот на него смотришь, когда снаружи, как я уже говорил, да, вся краса его снаружи. Снаружи смотришь на него, он стоит на 17 дисках, а кажется, как будто диски просто нереально здоровые. Как будто 18, может 19. Ну, смотрится для такого кузова маленького, такие 17 диски очень большими. Внутри машина, ну, для повседневного, конечно, никто не будет использовать 180 для повседневного. Эта машина, может, для кого-то мечта, для кого-то большая легенда. Его нельзя никак колхозить, потому что это, ну, реально экземпляров таких вы просто не найдете. Ну, можно найти, но это очень редко. Все оставляют их для души, для того, чтобы он остался таким, потому что в те годы реально машины делали инженеры,
и прочее. То есть, ну, видно, что это как живой организм, вы полностью чувствуете автомобиль и прочая дичь. Здесь, да, небольшой тюнинг есть там, то есть немного увеличен надув, другая турбина, другие мозги, это все не суть. Проедемся мы, конечно, попробуем навалить, как он валит. Также по тормозам здесь все стандарт. Стандартные тормоза, этого, в принципе, ну, достаточно, конечно, но лучше, конечно, поставить геттеровский или Brembo комплект, ну, прочее, можно кучу, на самом деле, достать сюда тюнинга, тормозов, то есть, в принципе, все это решаемо. Выходим в город делать трэш, трэш для ублюдков, на моем лице джапэш. Мы выходим в город делать трэш, трэш для ублюдков, на моем лице джапэш. Мы выходим в город делать трэш. Итак, перейдем к двигателю этого автомобиля. Итак, вот, собственно, и сердце этого автомобиля. SR20DET, естественно, DET, потому что нетурбированный такой автомобиль был бы, наверное, скучен. Естественно, машина старая, 93-го года, это именно этот экземпляр, но как он выглядит, как тут все сделано по умам, то есть настолько владелец заботился о внешнем виде, чтобы не было никакого колхоза ни снаружи, ни, естественно, внутри. По тюнингу здесь только не родной коллектор, другие мозги и турбина, и все. Даже, то есть, фронтального кулера нету здесь ни родного, стоит родной там вот под зоне крыла, короче, в зоне фары там, и все. То есть в стоке там от 200 лошадей, короче, 205, 220, 240 лошадей, 250 лошадей на этом моторе, там, в зависимости, ну, S13 или 14, 15 самая мощная была Сильвия, типа с 250, 250, 240 лошадиных сил, короче, где-то так. Везде по-разному пишут, поэтому сложно точно знать, какая мощность была. Тут также стоит буст-контроллер, естественно, ну, чтобы можно было, естественно, притопить и так далее. Чем портят эти автомобили, да, вообще в принципе? Сильвии, естественно, все заточены типа под дрифт, они очень балансные автомобили, типа у них отличная рулежка и прочая дичь для дрифта. Эти машины тоже этим самым портят, но они портят и сам внешний вид. Получается, когда делаешь дрифтерский автомобиль, меняешь развал, меняешь всю вот эту дичь, получается у тебя, ну, машина выглядит не очень. То есть ты в городе выезжаешь, смотришь, блин, ну, вроде машина хорошая, но ты ее как бы испортил. А здесь все очень строго выглядит и хорошо. Яблочное дерево, я бы жил в твоей комнате, словно мусон. Осторожно наблюдал за тобой с самых разных сторон. Но едет она действительно достойно, очень быстро. Ну, подвеска, да, жестковато, стоят колы полностью, да, то есть тут даже с регулировкой салона жесткости, да, то есть, ну, владелец очень сильно заморочился по поводу того, чтобы она была именно стандартная, но в то же время очень приятная во всем. Ну, то есть, реально, на ней едешь, и люди на тебя смотрят, понимают, насколько это легендарная машина, кто знает. Кто не знает, думает, что это за интересный автомобиль. Реально, очень многие люди не знают, что это за машина. Серьезно. По проблемам тут, ну, вообще, изначально, да, здесь стоял автомат. Автоматная коробка, просто чтобы ездить по городу. Естественно, на SR20 DET ставить, ну, автомат, ну, это бред, и поэтому, естественно, ставят механику. Сзади дисковая блокировка стоит, two-way там, ну, чтобы можно было раздавать боком. Человек, владелец, купил, она у него очень долго уже в руках, он ее очень сильно бережет. Я сам езжу и нервничаю, короче, переживаю, потому что, ну, я понимаю, насколько машина ему это дорога. Набираю хиса, ямы, моя миссия стрелять, и моя миссия сиять. Шутеры не спят, Кисы носят пистолеты и толкают самосад. Я просыпаюсь, Сан-Андреас покупаю. Итак, ребят, мы в салоне Nissan 180X. В общем, ну, реально, да, садишься внутрь, понимаешь, ну, какие большие все-таки здесь родные ковши сиденья. То есть ты реально в них сел, и вот ты вообще никуда не тронешься. Вот эти надписи на сиденье 180X напоминают вам о том, что вы управляете таким автомобилем. Сейчас это настолько приятно. Да, внутри, ну, на самом деле, для 93-го года климат-контроль в таком обличии, в принципе, очень даже хорошо. А вот приборная панель, да, ну, видно, что все такие, даже одометр, то есть вот такой, как в «Жигулях», короче, механический, да, то есть никакой электрики. И часы вот эти вот
только. Как бы ЖК-дисплей электроника 8, там, или как они были же в школах, висели, вот типа такой штуки тоже, и все. Ну, естественно, не родной датчик турбины, это все родное, аварийки, задние метлой управление, все такое. Тут вообще, то есть не перегружены ни вот эти переключатели, ничего. Руль, естественно, тут не родной, но это понятно. Коробка тут пятиступая. В общем, ну, очень удобная клюка, но какие ходы я даже не представляю, но вообще очень-очень маленькие, все очень под рукой, удобно, ручник, естественно, в правильном месте, это же машина для дрифта была, ну, как бы изначально, то есть, вообще, изначально японцы заложили в нее молодежный автомобиль, типа, чтобы молодежь покупала эти машины, ездила на них, там даже, она была, ну, я знаю точно, что Сильвия была автомобилем года в Японии в какой-то год, точно не могу сказать, ну, вот, какой-то был такой автомобиль. Сильвия, короче, Сильвия была автомобилем года в Японии, типа, за ее балансное управление, за ее мотор, в принципе, все в ней было очень-очень хорошо. То есть, ниссановцы реально сделали машину, которая была направлена на молодежь, чтобы они ездили, короче, со своими девушками, там, ну, еще кем-то, то есть, они сели в ее, топнули, да, то есть, сейчас такие машины не делают, по сути дела, да, сейчас все делают семейные, все думают, а, возьму себе Кретту, там, Hyundai, чтобы в семью возить, а раньше, понимаете, вот сели вы такие, вот, возьму себе 180-го, да, или вы какой-нибудь Филдер возьмете, а тут взял 180-го, реально, и гоняешь, ну, парень, тут вдвоем сели, прокатились по городу, ну, на самом деле, это классно. В общем, остальное я все расскажу, наверное, на ходу, так что... А, я забыл сказать по тюнингу, но это я тоже потом позже скажу, наверное. Или сейчас сказать. Не, давай потом на ходу скажу. Все, не переключайтесь, погнали. Насколько это приятное чувство иметь такой автомобиль у себя в гараже. Вот если бы у меня был бы гараж мечты, эта машина должна быть там. Потому что всем видом, вообще всей своей харизмой, она крута, легендарна, как я уже говорил. Легендарна! Просто ты вот смотрите, включаешь фары. Где фары? Опа! Поднялись эти фары, да, ты такой едешь и думаешь, вот эта машина реально, ну просто, ну бомба! Многие скажут, спросят, да, сколько она жрет, сколько она там в обслуживании. В обслуживании все, я как уже говорил, все достаточно просто. Сильвии, да, ходовка простая, Макферсон спереди, сзади, там, да, многорычажка это. Все, в принципе, просто, ничего сложного нет. По расходу топлива, ну, расход топлива, ну, смотря как валивать, да, в нормальном режиме она жрет 20 литров, грубо говоря. Тут даже работает кондиционер. Настолько все вот работает в этом автомобиле, что ты просто поражаешься от того, как это вообще возможно. Машина 93-го года, она отлично выглядит, она отлично едет. В ней все отлично, понимаете? И это очень-очень радует всех. Не только вас будет радовать, да, но и окружающих, потому что они понимают, смотрят и видят, ну, насколько машина крута. Сколько стоит это, да, чудо. Чудо, реально, автомобилестроения. Это чудо стоит, оно бесценно на самом деле. Потому что сколько сложено средств, сколько сложено души в этот автомобиль, это просто не сосчитать, не посчитать ни на каком калькуляторе. Потому что, ну, такие машины просто не продаются. Но это реально. Потому что эта машина должна быть всегда с хозяином, короче. Я думаю, так. Итак, попробуем разгон до сотни сейчас, короче. Кстати, трогаться, у него не керамическое сцепление, а обычная органика, оригинал. Трогаться очень даже уверенно. Давайте, я не буду сильно, конечно, жать прямо. Будешь. Что за смысл? Сотня. 110. Хорош. Фух. А так-то потеешь. Немножко. Итак, ребят, что скажем в итоге? Автомобиль не конкурентный вообще ни с кем, нету класса такого же автомобиля, который был бы похож на этот автомобиль. Этим он и уникален. Своим видом, своей внешностью, он тоже свой шарм, он уникален. И мы ждем с нетерпением, ниссановцы, услышьте нас, пожалуйста, меня хотя бы, чтобы сделали его нового преемника в новом, как бы, обличии, но со старыми задатками предшественника. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все, всем пока. Так что вот так, не переключайтесь, ребят. Видите, обзоры.
Обзора, да, если вдруг выйдет, конечно, было бы неплохо. Если вы владеете такими тачками, обращайтесь. Да, если вы владели такими машинами, то внизу ссылочки, пишите, и мы обязательно снимем ваш автомобиль. Не переключайтесь, не переключайтесь, ребят. Бля, ну какая все-таки крутая тачка, а? Я еду прям, и вообще мне... Ну, нравится мне, короче. Короче, я влюбился. Каждый раз ты говоришь. Да.